Лев Гумилев. Конец и вновь начало. Глава 1. Этнос, его свойства и особенности. Человек в биосфере. Поставим вопрос так. Почему эта проблема нам интересна? Ведь простое коллекционирование каких-либо сведений никогда не западает человеку в голову и не вызывает интереса. И если уж мы учим что-нибудь и тратим на это силы, то надо знать для чего. Ответ будет прост. Человечество, существующее на Земле совсем немного, каких-нибудь 30-50 тысяч лет, тем не менее произвело на ее поверхности перевороты, которые Вернадский приравнивал к геологическим переворотам малого масштаба. А это очень много. Каким образом один из видов млекопитающих сумел до такой степени видоизменить и не в лучшую сторону землю, на которой живет? Эта проблема актуальна для нашего поколения. Особенно актуальной станет она для наших потомков, потому что если мы не вскроем причины тех перемен, которые ныне совершаются на всей Земле, и которые всей мыслящей частью человечества считаются проблемой номер один, то тогда незачем выходить замуж, жениться, рожать детей, ибо биосфера погибнет, и погибнут все дети. Но для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно исследовать его историю. Человек, как существо биологическое, относится к роду Homo. Для этого рода при его появлении на Земле было характерно довольно большое разнообразие. Это касается и тех видов Homo, которые мы, строго говоря, не вправе считать за людей, а именно питекантропов и неандертальцев. Питекантропус и Homo primigenius по латыни. Но я буду называть их общепонятными русскими словами. Эти два вида отличаются от современного человека так же, как осел от лошади или собака от лисицы. Однако у нас и у них были общие черты, которые весьма и весьма нас роднят. Эти первоначальные виды человека были тоже весьма агрессивны, имели технику и знали огонь, и кроме того занимались каннибализмом, пожирали себе подобных, что другим животным не свойственно. Откуда они происходят и почему они исчезли, я не могу сказать. Гипотез по этому поводу много, но они совершенно беспочвенны и ничем не подтверждаются. Неандертальцы отличались от современных людей прежде всего ростом. Они были коренастыми, 155-160 сантиметров, такие здоровые пузатые карапеты, и очень сильными. Ноги у них были короткие, бегали они хуже, чем наши предки, но черепная коробка у них была больше. Значит, больше пространства для мозгового вещества. Следовательно, они были умнее. Каменная техника у них была очень развита. Была и костяная техника, которая отрицалась до 30-х годов, но я сам лично выкопал в неандертальской стоянке костяную иглу. Значит, шить они умели. Очевидно, у них была очень высокоразвитая техника из нестойких материалов, потому что они могли убивать даже пещерных медведей. Они любили заниматься коллекционированием, коллекционировали черепа этих пещерных медведей и складывали их в своих пещерах. Жили ли они в этих пещерах постоянно или использовали их как музеи, сказать трудно. Я склоняюсь к тому, что они жили большей частью под открытым небом, а в пещерах иногда, когда им было это необходимо. Но, тем не менее, огромные скопления черепов пещерного медведя, до 1000, находятся в неандертальских пещерах. Надо сказать, что пещерный медведь был раза в 4 больше, чем наш медведь. Соответственно, он имел лучшие психофизические качества,
был более поворотлив, быстр, силен, вообще гораздо страшнее, чем наш современный медведь, на которого только самые смелые охотники выходили с рогатиной. На пещерного медведя выходить с рогатиной было бы бесполезно. Даже более слабый современный медведь-гризли, обитающий в Америке, настолько страшен, что индейцы считали охоту на гризли равной войне с соседним племенем и убийство гризли подвигом, равным убийству вождя соседнего племени, а не просто воина. В настоящее время охота на гризли в США запрещается на том основании, что безопасно убить гризли можно только из снайперской винтовки, но это уже не охота, а просто расстрел. Если же вы пользуетесь обыкновенным нарезным оружием, стреляете с достаточно близкого расстояния, но не попали ему прямо в сердце и не сразу убили, то он вас догонит, а бегает он со скоростью лошади. То есть практически гризли, который слабее пещерного медведя, и сейчас при всей нашей технике не является объектом для охоты. Каким же образом неандертальцы истребили пещерного медведя так, что его вообще не осталось? Очевидно, у них были для этого возможности. Какие, не знаем, но лучше не знать и признаться в этом, чем выдвигать какие-нибудь легковесные гипотезы, все объясняющие и распадающиеся при первом столкновении с практикой. Я думаю, что так целесообразнее. Оставим вопрос открытым. Встречались ли неандертальцы с современными людьми? Да. В Палестине, в пещерах Схул, Кармел, Кафзех найдены захоронения странных людей, которых Рогинский определил как метисов неандертальца и современного человека. Каким образом могли появиться такие странные метисы, при том, что неандертальцы были людоедами, я не знаю. Но факт остается фактом. Появились метисы, явно не жизнеспособные и не оставившие никакого потомства. Последние данные раскопок в Крыму, они еще не опубликованы, мне рассказывал о них один украинский археолог, очень любопытны. Найдены неандертальско-кроманьонские, кроманьонцы это мы, слои, где, скажем, слой кроманьонский, затем слой неандертальский, и в неандертальском слое разбитые кости съеденных кроманьонцев, затем опять кроманьонский слой, затем опять неандертальский. То есть в Крыму шла какая-то жуткая борьба между видами hominides, из которых одни неандертальцы исчезли без следа, другие размножились и населили землю. Несколько иначе обстояло дело на Дальнем Востоке, где существовал синантроп. Его останки нашли возле Пекина. Он ближе к современному человеку, монголоиду с уплощенным лицом, но тоже людоед и тоже достаточно большой. При этом следует отметить, что огонь знали и те, и другие, и третьи. Древние виды hominides не пережили ледникового периода. Причем это очень странно. Ледник захватывал не всю сушу Земли, а жить около ледника было очень неплохо. Обычно говорят, что жить у ледника холодно, голодно. В наше время тоже есть ледники. В Швейцарии Давос, у нас на Кавказе Теберда, в Средней Азии Тяньшань. Это все курортные места. Туда люди едут отдыхать и очень дорого за это платят, что совершенно разумно. Ледник — это огромное скопление льда, который только потому и существует, что над ним стоит столб чистого воздуха с высоким давлением, то есть антициклон. Огромная масса чистого, ясного воздуха захватывает значительно большее пространство, чем сам ледник. Значит, рядом с ледником, рядом с глыбой льда, которая поднимается на километр, иногда на 2-3 километра, будет совершенно ясное небо, а следовательно огромная инсоляция. Температура воздуха низкая, но солнце светит и нагревает землю. На земле растет трава. Солнце нагревает тела животных и людей, и им не холодно. Ветра почти никогда не бывает.
Высказывалось мнение, что вокруг ледника вьюги навевали огромные сугробы снега. Это географическая безграмотность, свойственная гуманитариям. Если бы навевало снег, это означало бы присутствие теплого влажного ветра, и тогда бы растопило ледник. Ничего подобного. Снега и дождя выпадало очень мало. Разогретая почва создавала конвекционные токи воздуха, и иногда из соседних широт, там, где были циклональные условия, могли пробиваться небольшие влажные воздушные массы, которые выпадали в виде дождя или очень небольшого снежного покрова. Этого было достаточно, чтобы за ледником в зоне антициклона расстилалась великолепная сухая степь с небольшим количеством снега, что не мешало травоядным животным зимой добывать из-под снега сухую траву, очень калорийную, пропитанную солнцем. С другой стороны, ледник под солнечными лучами тоже таял. То есть с него стекали струйки и ручейки чистой пресной воды, которые образовывали по закраине ледника озера. А где озера, там и рыба, и водоплавающая птица, которая переносит икру на своих лапах. А где влага, там будет расти пышная растительность, там будут расти леса. Там при большом таянии начнется сброс вод в виде рек, и они потекут туда, куда им подскажет рельеф. Эти реки создадут в сухой степи, окаймляющей ледник с юга, необходимые животным водопои. Сухая степь, вроде монгольской, где очень мало выпадает снега, раздолье для копытных, которые могут зимой разрывать снег копытами и доставать себе еду. А где копытные, там и хищники. А среди хищников и человек. Тающий ледник — это оптимальные условия для развития человека. Другое дело, когда там тепло. Ледник все время перемещался. От Таймыра он, все время нарастая, шел к Финоскандии и таял в Атлантике. Циклоны приносили дождь, туманы, мокрый снег, который падал на ледник и увеличивал его. А на восточной окраине ледник таял, поэтому тут и были лучшие условия. Лучшие условия в ледниковый период были в Сибири. И так было до тех пор, пока ледник не ушел под течение Гольфстрима и там растаял. А Гольфстрим прорвался и понес влажный атлантический воздух до Енисея и дальше, до Якутии, куда, в свою очередь, пришли тихоокеанские муссоны, и на месте степи выросла тайга. Тогда стало плохо. Огромные заносы снега лишили животных растительной пищи. Погибли мамонты, носороги, туры. Уцелели выросшие в тайге олени, зайцы и комары. Людям жить стало почти невозможно. Численность населения резко спала. Однако люди выжили и, мало того, расширили свой ареал. Почему же вид Homo sapiens распространился по всей суше Земли и всю ее превратил в свою айкумену, место, где он живет? За счет чего человек смог распространиться повсюду? Ведь все животные живут в определенных для каждого вида условиях. Так волк — степной зверь, он живет в степи или в перелесках, где скрывается, но в глухой тайге волка нет. Медведь — лесной зверь, в степи ему делать нечего, в лесу он и живет. А как же белый медведь, который живет во льдах? Это другой вид, относящийся к роду медвежьих. Он настолько уже отдалился от своего какого-то прапрапредка, что к современному лесному бурому медведю относится так же, как лошадь относится к ослу и человек к неандертальцу, то есть это разные виды. Белый медведь приспособился жить на арктических льдах, питается тюленями и ловит рыбу. Но, кроме того, есть гималайский медведь, который так приспособился есть плоды, что живет только на деревьях. Итак, мы констатируем, что все животные для того, чтобы занять другие ареалы, чтобы жить в иных ландшафтных условиях, эволюционируют за пределы вида. Человек остался в пределах одного вида.
Все люди, ныне живущие на Земле, относятся к одному виду, но тем не менее они распространились от Арктики до тропиков. Они живут и в сухих местностях, и в высокогорных, и во влажных лесах севера, и в тропических джунглях, где угодно, везде адаптируясь в ландшафте. Каким образом случилось, что все животные живут в привычных условиях, а человек распространился по всей суше Земли, захватывая в некоторых случаях даже морские заливы? И ведь человек сумел добиться победы не только за счет техники. В период палеолита техника была еще не богатой, и тем не менее человек смог устроиться и в тропических областях, и в полярных, во влажных и сухих, в горных и степных. Надо признать, что у человека есть какая-то способность, не только социальная, но и природная, которая также отличает его от животных. Эту способность мы можем характеризовать как повышенную лабильность, пластичность, даже способность к реадаптации, повторному приспособлению. За счет чего такая мобильность? Мозаичная антропосфера. Обратим внимание на одно обстоятельство. Антропосфера делится на сообщества, которые мы называем попросту народами, по-научному – нациями, по совершенно научному – этносами. Народ – термин неудобный, он слишком полисемантичен. Термин «нация» принято применять только к условиям капиталистической и социалистической формации, а до этого, считается, наций не было. Не будем спорить о термине, но термин «этнос» очень пригоден для того, чтобы им обозначать сообщество, на которое распадается все человечество. Налицо факт мозаичности антропосферы, и правильнее назвать ее этносферой. Когда мы сталкиваемся с этой проблемой, кажется, что никакой загадки нет, все очень просто. Есть немцы и французы, англичане и итальянцы. Какая разница между ними? Какая-то есть. Когда возникает вопрос, какая же именно разница, то оказывается, что найти ответ сверхтрудно. Конечно, на то и существует институт этнографии, и возник он тогда, когда сложность проблемы не стала еще очевидной. Каждому было ясно, что есть разные народы, и надо их изучать. Но наука развивается. Многое ранее ясное сейчас надо объяснять, поэтому было избрано самое легкое решение. Как известно, человек – животное общественное. Никто этого оспаривать не собирается. И, следовательно, сказали некоторые этнографы, все отношения людей между собой – это отношения только общественные, то есть социальные. А раз люди делятся на этносы, то и это тоже явление социальное. На первый взгляд это как будто звучит убедительно и логично, но что мы при этом подразумеваем под социальными отношениями? Исторический материализм нас учит, что человек развивается сообразно с развитием своих производительных сил. Сначала он жил в первобытно-общинной формации, потом появились рабовладельческая, феодальная, капиталистическая. При таком формационном делении есть ли место для этнических делений? Феодалом может быть и француз, и англичанин, и сельджук, и китаец, и монгол, и русский. К этой точке зрения примкнул Бромлей. Точно так же и с крепостными, рабами, наемными рабочими. Словом, социально-экономическая характеристика человека игнорирует этническую. Но значит ли это, что нет ни французов, ни китайцев, ни персов, что разница между ними иллюзорна? Есть только феодалы и крепостные, буржуа и наемные рабочие. Все остальное несущественно. Если так, то зачем нужен институт этнографии? Да и сама этнография. И все-таки оказывается, что этнография нужна, и выкинуть ее нельзя. Итак, что такое этнос? Каковы переходы из одного этноса в другой? Какова разница между этносами? Некоторые говорят, что никакой разницы нет. Мол, что написано в паспорте, то и хорошо. В
паспорте можно написать все, что угодно. Вот, скажем, любой может записаться малайцем. Но ведь от этого он малайцем не станет. Есть еще одно определение. Лингвистика социальная. Все люди говорят на каких-то языках. И поэтому, сказал мне член-корреспондент Академии наук СССР Фрейман, французы — это те, которые говорят по-французски, англичане — те, которые говорят по-английски, персы — те, кто говорит по-персидски и так далее. «Прекрасно», — сказал я ему, — «а вот моя собственная родная мама в детстве до 6 лет говорила по-французски, а по-русски научилась говорить уже потом, когда пошла в школу и стала играть с девочками на царско-сельских улицах. Правда, после этого она стала русским поэтом, а не французским. Так была ли она француженкой до 6 лет? Это индивидуальный случай. Быстро нашелся ученый-академик. Ладно, говорю я ему. Ирландцы в течение 200 лет, забыв свой язык, говорили по-английски, но потом восстали, отделились от Англии и крови не пожалели на это отделение, ни своей, ни чужой. Если по-вашему судить, то эти 200 лет они были настоящими англичанами. Я знал, что вы этот пример приведете. А еще? Тут я ему привел десяток примеров и задал еще такой вопрос. Вы же сами в Средней Азии бывали. Вы же великолепно знаете, что жители Бухары и Самарканда с одинаковой легкостью говорят на 3 языках — на таджикском, узбекском и русском. Русский нужен для школы, и они говорят по-русски, как мы с вами. Таджикский и узбекский — это языки базаров. При всем при этом они ничуть не путают, кто узбек, а кто таджик, хотя в паспортах могут записаться таджиками, будучи узбеками, и наоборот. И даже про одного моего знакомого, который, будучи самаркандским таджиком, записался узбеком, другие таджики говорили «миллат фуруш», продавший свой народ или изменник своего народа. А записывались они так, потому что узбекскими националистами был пущен слух, что тот, кто запишется таджиком, будет выселен из городов в горы. И все записались узбеками. Хотя, в принципе, какая разница, как записаться? Ведь знакомый-то мой не стал узбеком. Итак, что есть разные этносы, все знают. Этносы — это французы, немцы, папуасы, масаи, эллины, персы. Но на вопрос «что же это такое?» ответа толкового не было. И я его сразу дать не могу. Если бы я мог это сразу сделать, я ограничился бы небольшой статьей, а не предложил бы вниманию читателя книгу. Поставим и другой вопрос. Имеет ли проблема этноса практическое значение? В бытовых случаях мы не путаемся. Если к нам, допустим, придет английский ученый, мы сразу увидим, что это человек иной, чем мы. Хоть он и говорит по-русски, но не по-нашему, и костюм он носит по-иному. Но в тех случаях, когда эти внешние различия скрадываются, возникает сомнение в значении этнической принадлежности. Например, в трамвай входит 4 человека, одинаково одетых, одинаково хорошо говорящих по-русски и так далее. Допустим, один из них русский, а другие кавказец, татарин и латыш из Прибалтики. Есть между ними разница или нет? Казалось бы, каждому понятно, что есть. Однако один мой оппонент заявил, что если между ними не произойдет какого-нибудь глупого, надуманного национального конфликта, никто и не узнает, что между ними есть разница, и вообще реально ее нет. «Нет», — ответил я, — «никакого национального конфликта здесь может и не быть. Любое событие вызовет у этих людей разную реакцию. Влезает, например, в тот же трамвай буйный пьяный и начинает хулиганить. Что произойдет? Ну, русский, конечно, посочувствует, скажет: «Ты, Кирюха, выйди, пока не забрали». Кавказец не стерпит и даст в зубы. Татарин отойдет в сторону и не станет связываться. Западный человек немедленно вызовет милиционера. Это
4 совершенно разных стереотипа поведения. Итак, именно стереотипы поведения у разных этносов всегда более или менее различны, но и эти различия при близких условиях жизни часто скрадываются. У нас около Ленинграда живет большое количество финских племен – карелы, ближе к Онеге – вепсы, чухны, чуть белоглазые. Как будто они внешне от русских не отличаются и говорят по-русски правильно. И когда он идет по Литейному, его не узнаешь. Но как только попадаешь в их родные деревни, то этнические различия выявляются. На что это похоже? Поставим вопрос, какого цвета воздух? В комнате цвета воздуха не видно, потому что его относительно мало. А в окне голубое небо – это цвет воздуха, так и здесь. Этническая характеристика лучше воспринимается и улавливается в больших массах, нежели в единичных случаях. Но, как мы видели из первого примера, этнический стереотип выявляется иногда и в единичных случаях. Если так, то это явление чего? Социальной жизни человека или его природы? Надо условиться о терминах. Этнос не общество. Что такое социальный? Латинское слово «социум», переводимое как «общество», «общественный», в таком значении употребляется во всех западноевропейских языках применительно к формам как животной, так и человеческой организации. В советской науке характеристику социальной принято относить только к человеческому обществу. Для обозначения животных коллективов применяется термин «сообщество», комбинация нескольких видов животных и растений, взаимосвязанных цепью питания. Такое разделение представляется обоснованным, поскольку социальная форма развития свойственна только человеку. Это развитие является спонтанным и прогрессивным, идет по спирали и связано с развитием техники и отношения к труду. Ни техники, ни труда у животных нет. Следовательно, то, что есть общего у животного и человека, не может быть социальным. Так является ли этнос феноменом общим с животными или нет? Об этом и возник у меня спор с моими московскими оппонентами. Они утверждают, что этнос – явление социальное. Я говорю, каким же это образом? Разве этнос развивается спонтанно и по спирали и связан однозначно с развитием способов производства? Разве хоть какой-нибудь этнос существует с самого начала развития человека от пятикантропа? Разве есть такая карта, где бы этносы были показаны, ну, хотя бы от начала исторического периода? Нет их. Были сарматы, на их месте нет ничего. На месте сарматов были половцы, куманы, и их нет. Говоря об этносах, мы говорим все время «было». Никакого развития по спирали у этносов нет. Если мы употребляем слово «социальный» в нашем марксистском смысле, мы должны понимать под этим форму коллективного бытия, связанную с производством, обществом. А существуют ли у человека коллективы, не являющиеся социальными? Коллективы кроме и помимо общества? Маркс по этому поводу высказывался довольно точно и определенно, правда, в ранних произведениях. Он называл общество немецким словом «Gesellschaft», а кроме общества выделял первичные коллективы. Их он называл «Gemeinwesen». «Gemein» — это общий, а «Wesen» — это суть дела, существо, основание. По-русски нет такого слова, но смысл понятен. Эти-то первичные коллективы, существовавшие еще до появления у человека материального производства, Маркс считал предпосылкой появления общества. Первоначальные образования, первоначальные коллективы, особи вида Homo sapiens действительно никакого отношения к еще не существовавшим производительным силам просто не имели.
Просто люди жили коллективами, группами, потому что ни один дурак не стал бы жить один. И это групповое деление с появлением общества, естественно, не исчезло, а наоборот, постепенно развиваясь, создало те целостности, которые мы называем этносами. Этнос не раса. Этнос у человека – это то же, что прайды у львов, стаи у волков, стада у копытных животных и так далее. Это форма существования вида Homo sapiens и его особей, которая отличается как от социальных образований, так и от чисто биологических, какими являются расы. Рас по Алексееву 5-6. И по внешнему виду, и по психофизическим особенностям представители различных рас весьма отличаются друг от друга. Раса является относительно стабильной биологической характеристикой вида людей, но при этом нам важно здесь подчеркнуть, что она никак не является формой их общежития, способом их совместной жизни. Расы различаются по чисто внешним признакам, которые можно определить анатомически. Какую-то роль в биологическом процессе видообразования они, видимо, играют, но в отношении того, как людям при этом жить и как устраиваться, как работать, как процветать и как погибать, значения они не имеют. Тезис как будто на первый взгляд довольно странный, потому что есть привычка думать, будто негры — это бедные, которых обижают, все индейцы благородные, которых истребляют, есть еще цивилизованные белые, многочисленные желтые и прочие. Однако посмотрим, как распределяются эти расы на поверхности Земли и какое это имеет значение для судьбы биосферы. По антропологическим находкам древнейшие представители так называемой белой расы, европеоиды, появились в Европе и распространились из Европы в Среднюю Азию, в Центральную Азию, в Северный Тибет и, наконец, перевалив через Гиндукуш, попали в Индию и захватили ее северную часть. Также они издавна населяли северную часть Африки и Аравийский полуостров. В наше время представители этой расы пересекли Атлантический океан, заселили большую часть Северной Америки, значительную часть Южной Америки, Австралии и Южной Африки. Все это результаты переселения. Негры, как ни странно, представляются всегда насельниками тропического пояса, потому что считается, что меланин, придающий их коже черный цвет, препятствует ожогам от палящего тропического солнца. Ожогам-то он действительно препятствует, это верно. Но когда летом жарко, какое мы надеваем платье, белое или черное? Совершенно ясно, что хоть бы даже ожогов кожи и не было, но в жуткой жаре иметь черную кожу совершенно невыгодно, особенно при большой инсоляции, потому что черный цвет слабо отражает солнечные лучи. Следовательно, надо полагать, что негры появились в тех условиях, где было относительно облачно. И действительно, древнейшие находки так называемой расы Гримальди, негроидной расы, относящиеся к верхнему палеолиту, были обнаружены в Южной Франции, в Ницце, в пещере Гримальди. А потом оказалось, что вся эта территория была в верхнем палеолите заселена негроидами, людьми с черной кожей, с шерстистыми волосами, которые позволяли обходиться без шапки, с большими губами. Это были стройные, высокие, длинноногие охотники за крупными травоядными. А в Африку как же они попали? Да в результате таких же переселений, в результате которых европейцы попали в Америку. Причем Южная Африка была заселена негроидами, неграми банту, теми классическими, которых мы знаем, в очень позднее время. Экспансия банту началась в первом веке до нашей эры, первом веке нашей эры. То есть первые негритянские лесопроходцы — современники Юлии Цезаря. Уже давным-давно угасли Афины, забыт век Перикла, Египет превратился в колонию, а они только-только начали захватывать леса Конго, саванной Восточной Африки, вышли на юг к большой реке Замбези и к мутной илистой реке Лимпопо. Кого же они оттуда вытесняли?
Ведь и до них было население. Это третья раса, относящаяся тоже к разряду южных рас, и действительно, видимо, южная раса, которую называют условно койсанская. Кайсанская – это еще и особая группа языков. К кайсанской расе относятся готтентоты и бушмены. Причем они отличаются от негров. Во-первых, тем, что они не черные, а бурые. У них монголоидные черты лица, сильно развитое веко, у них совершенно иначе устроена глотка. Они разговаривают не так, как мы, не на выдохе, а на вдохе. То есть они резко отличаются и от негров, и от европейцев, и от монголоидов. Их считают остатком какой-то древней расы южного полушария, но в смысле этническом ничего цельного они не представляют, несмотря на то, что их очень мало осталось. Бушмены — это тихие, робкие охотники, вытесненные неграми-бичуанами в пустыню Калахари. Живут они там, доживают свой век, забывая свою древнюю, очень богатую и очаровательную культуру. Мифы у них есть, искусство у них есть, но уже в рудиментарном состоянии, потому что жизнь в пустыне настолько тяжела, что им не об искусстве приходится думать, а о том, где бы достать чего-нибудь поесть. А готтентоты — это голландское название этих племен, жившие в Капской провинции, прославились как невероятные разбойники, проводники купцов и любители крупного рогатого скота. Самым лучшим, что нужно иметь, они считают быков. И когда один миссионер, обративший готтентота в христианство, спросил: «Ты знаешь, что такое зло?» Тот ответил: «Знаю. Это если зулусы уводят моих быков». «А что такое добро?» «Это если я у зулусов угоню быков». Вот на этом принципе они существовали до прихода голландцев. С голландцами они довольно быстро спелись, стали их проводниками, переводчиками, рабочими на их фермах. Когда англичане, захватив Капскую колонию, вытеснили голландцев, то готтентоты великолепно спели с англичанами, а сейчас они там представляют самые бурлящие элементы. Ничего похожего на бушменов. Как будто одна раса. Расовые черты и у тех, и у других одинаковые, но при этом они так же мало похожи друг на друга, как, например, испанцы мало похожи по поведению на финнов. Четвертая раса тоже очень древняя. Это австралоиды или австралийцы. Неизвестно, как они туда в Австралию попали, но попали они туда давным-давно. Доевропейское население Австралии состояло из огромного количества мелких племен с разными языками и совершенно различными обычаями и обрядами. Причем друг друга они не любили, старались жить друг от друга как можно дальше, потому что ничего, кроме неприятного, они от соседей не ждали. Жили они крайне примитивно, но не вымирали, потому что в Австралии исключительно здоровый климат. Там любая большая рана заживает быстрее, чем у нас царапина. Так вот, австралоиды, или просто австралийцы, это особая раса, которая не похожа ни на негроидов, ни на европеоидов, ни на монголоидов, ни на кого. Они похожи сами на себя. У них при черном цвете кожи огромные бороды, волнистые волосы, широкие плечи, исключительная быстрота реакции. По рассказам мною непроверенным, но которым я доверяю, кино австралийцам показывают в 2 раза быстрее, чем нам, потому что если с нашей скоростью пустить ленту, то они видят пробелы между кадрами. При всем этом они обладают спецификой, которая не дала им возможности развиться. В чем эта специфика? Это мы узнаем в конце книги. Факт остается фактом, что единая раса, заселяющая единый изолированный континент, попавшая туда при каких-то условиях явно по морю и, по-видимому, из Индии, потому что ближайшие их родственники живут на плоскогорье Декан в южной части Индии, составляет огромное количество самых разнообразных этнических группировок.
Пятая раса, самая многочисленная, это монголоиды, которые разделяются на целый ряд рас второго порядка. Есть сибирские монголоиды, есть северокитайские, южнокитайские, малайские, тибетские. Были, сейчас их уже нет. То есть большое количество самых разнообразных подрас, причем ни одна из них не составляет самостоятельного этноса. Обратившись ко всему сказанному выше, мы заметим, что каждый этнос, развивающийся, создающий свою культуру, расширяющий свои возможности, состоит из двух и более расовых типов. Монорасовых этносов я не знаю ни одного. Если даже сейчас они составляют единый расовый тип, то это в результате довольно длительного отрицательного отбора, а в начале они всегда состоят из двух и более компонентов. И, наконец, последняя раса, шестая, о которой мы говорить не будем, это американоиды. Они заселяют всю Америку, от тундры до огненной земли. Эскимосы – народ пришлый. Огромное количество языков, так что даже невозможно провести их классификацию. Сейчас сохранено много мертвых языков, потому что племена, языки которых были записаны, вымерли. Американоиды, в общем, совершенно различные по своему характеру и по своему культурному складу, и по своему образу жизни, несмотря на то, что все принадлежат к одной расе. Иными словами, расы, на которые распадается вид Homo sapiens, это условные биологические обозначения, которые могут иметь некоторое значение для нашей темы, но только вспомогательное, как любая классификация, которая ни в коей степени не отражает специфики этнического феномена. И вместе с этим еще одно важное замечание. Эти расы, как я уже говорил в начале, стабильны по отношению к виду. Мы знаем, что вид Homo sapiens, кроманьонский человек, и мы с вами, кроманьонские люди, существуют 15 тысяч лет на европейском континенте, и за это время названные расы, хотя и менялись местами, но не появилось ни одной новой и не исчезло ни одной старой. Вы, может быть, спросите, почему я упустил пигмеев? Это обыкновенные негроиды, только живут они в очень плохих условиях тропических лесов, вследствие чего у них сократился рост от недоедания. Этим, казалось бы, все исчерпано, и если бы расовый момент имел значение для развития и становления этносов, то есть был инструментом взаимодействия между обществом и природой, то тогда истории никакой не было бы, а была бы заранее заданная картина. Этнос не популяция. Так же, как не совпадает этнос с расой, не совпадает он и с другой биологической группировкой особей – популяцией. Популяция, цитирую учебник, это сумма особей, живущих в одном ареале и беспорядочно между собой скрещивающихся. Например, два роя мух залетели в одну комнату. Они сразу образуют единую популяцию и не борются между собой. Разве этносы существуют таким образом? Во-первых, борьба между этносами – это явление довольно частое, хотя и не обязательное. Между популяциями борьбы быть не может. Раз они сбежались в один ареал, как мыши, или слетелись, как мухи, они сразу сольются в одну популяцию. У них нет ограничений скрещивания. Отсюда генетики выводят свои закономерности, которые справедливы для животных. В этносе всегда есть брачные ограничения. Два этноса могут сосуществовать на одной территории веками и тысячелетиями, могут взаимно друг друга уничтожать, или один уничтожит другой, значит, этнос не биологическое явление, так же, как и не социальное. Предлагаю считать. Этнос – это явление географическое, всегда связанное с вмещающим ландшафтом, который кормит адаптированный этнос. А поскольку ландшафты Земли разнообразны, разнообразны и этносы. Действительность и логика. Таким образом, при изучении этноса мы рассматриваем явление природы, которое, очевидно, как таковое и должно изучаться.
В противном случае мы пришли бы к такому количеству противоречий, логических внутри системы и фактических при изучении действительности, что практически само народоведение потеряло бы смысл и повод для того, чтобы изучать его. Инструмент в науке – это методика, способы изучения. Как можно определить, что такое этнос, и понять, в чем его значение и смысл? Только применив современную систему понятий, современную систему взглядов. Древним египтянам совершенно незачем было определять, что такое этнос. Они делали это через цвет. Они рисовали негров черными, семитов белыми, ливийцев коричнево-красными, себя желтыми. И всем было понятно, кто нарисован. Но для нас цвет уже не годится. Потому что мы знаем не 4 народа, а значительно больше. Не хватит красок на палитре, а с другой стороны, нам уже ясно, что цвет еще мало о чем говорит. Греки ставили вопрос гораздо проще. Есть эллины, мы, и есть варвары. Все остальные. Мы и не мы, свои и чужие. Но когда Геродот попробовал написать историю в 9 книгах, посвященную 9 музам, то он столкнулся с недостаточностью этой классификации. Например, он описывал греко-персидские войны. Персы, конечно, варвары, а его земляки – афиняне, спартанцы, фиванцы и прочие эллины. Но куда отнести скифов? Они не персы и не греки. А куда отнести эфиопов или гадрамантов? Это племя Тибу и сейчас живущие в южной части Триполитании. Тоже и не персы, и не греки. Варвары, конечно, но эта классификация стала явно недостаточной. В дальнейшем, когда римляне завоевали весь мир, то есть то, что они считали всем миром, они усвоили это же самое понимание термина. Это для них было просто и легко. Римляне – римские граждане, все остальные – либо провинциалы, завоеванные варвары, либо незавоеванные еще варвары. Хотя, может быть, и не всегда дикари, но не римляне. Все было просто. Когда же Римская империя пала во время великого переселения народов, то оказалось, что эта система не работает. Все народы оказались разными, очень друг на друга не похожими. И вот тогда впервые родилась идея социально-культурного определения людей. Это средневековая концепция. Решили так. Все люди одинаковые, но есть верующие в истинного Бога и неверующие, то есть исповедующие истинную религию и неисповедующие. Истинной религией в Европе считался католицизм, а не православие. В Византии на Руси православие, а не католицизм. На Ближнем Востоке ислам, но не христианство и так далее. А в остальном считалось, что люди делятся по известным социальным градациям. И поэтому тюркских эмиров крестоносцы считали баронами и графами, только турецкими, а тюрки считали крестоносцев эмирами или беками, только неверными, то есть французскими. Если же этим эмирам приходилось знакомиться с произведениями такого философа, как Платон, то они считали, что Платон — это просто маг. У них ведь были свои маги. Все получалось очень хорошо. Профессиональное деление, тоже социальное, их устраивало. И даже больше. Когда испанцы попали в Америку и столкнулись там с высокоорганизованными в социальном отношении государствами ацтеков, инков и муисков, то они всех вождей индейских племен зачисляли в идальго, давали им титул «дон», если те были крещены, освобождали от налогов, обязывали служить шпагой и посылали в Саламанку учиться. И те были этим вполне довольны. Индейцы считали, что это их вполне устраивает. И хотя по существу инки и ацтеки не становились испанцами, испанцы закрывали на это глаза. Они женились на индейских красавицах, поскольку своих женщин было мало, породили огромное количество метисов и считали, что испанский язык, католическая вера, единая культура, единая социальная общность обеспечили единство империи, в которой не заходит солнце.
Какой там Анагуак? Это Новая Испания. Чипча, Новая Гренада и так далее. Но заплатили они за это умозрительное заблуждение в начале XIX века такой резней, по сравнению с которой все наполеоновские войны меркнут. Причина была в том, что на место естественных процессов и явлений, которые следует изучать, испанцы поставили свои собственные несовершенные представления, которые были с их точки зрения совершенно логичны, но которые никак не отвечали действительности. Итак, распространенное мнение, будто этносы сводятся к тем или иным социальным явлениям, мы считаем гипотезой недоказанной, хотя к этой гипотезе мы будем еще возвращаться по ходу дела неоднократно. Дело в том, что социальные явления при постановке нашей проблемы изучать мы обязаны, ибо, изучая наш предмет, мы только их и видим, но это не значит, что они исчерпывают проблему. Поясню свою мысль. Она довольно сложна, хотя мне и казалась совершенно простой до тех пор, пока я не столкнулся с моими оппонентами. Вот, например, электрическое освещение. Феномен, казалось бы, социально-технический, и проводку сделали на каком-то заводе, и монтер, член профсоюза, ее провел, и обслуживает она, скажем, работников университета, и это все важно учесть, рассматривая этот феномен. Но, понимаете, никакого света здесь не было бы, если бы не имело места физическое явление, электрический ток. Электричество же мы никаким образом не можем отнести к явлениям социальным. Это сочетание природного явления с теми социально обусловленными, искусственно созданными условиями, при которых мы природные явления можем констатировать, изучать и использовать. Также и с этносами. Мы видим и ощущаем этническую разницу между нами. Мы видим и ощущаем разницу между немцами и, допустим, поляками, так же, как мы ощущаем разницу между светом и тьмой, холодом и теплом. Как и с физическими явлениями, где, оказывается, была нужна термодинамика, чтобы объяснить тепловые явления, оптика, чтобы объяснить световые явления. И главное, все это было необходимо для того, чтобы получить практические результаты. Субэтносы. Структура, вторая особенность этноса, всегда более или менее сложна, но именно сложность обеспечивает этносу устойчивость, благодаря чему он имеет возможность пережить века смятений, смут и мирного увядания. Принцип этнической структуры можно назвать иерархической соподчиненностью субэтнических групп, понимая под последними таксономические единицы, находящиеся внутри этноса как зримого целого и не нарушающие его единство. На первый взгляд, сформулированный нами тезис противоречит нашему же положению о существовании этноса как элементарной целостности, но вспомним, что даже молекула вещества состоит из атомов, а атом из протона, электронов, нейтронов и тому подобных частиц, что не снимает утверждения о целостности на том или ином уровне, молекулярном или атомном, или даже субатомном. Все дело в характере структурных связей. Поясним это на примере. Карел из Тверской губернии в своей деревне называет себя карелом, а приехав учиться в Москву – русским, потому что в деревне противопоставление карелов русским имеет значение, а в городе не имеет, так как различия в быте и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Но если это не карел, а татарин, то он будет называть себя татарином, ибо былое религиозное различие углубило этнографическое несходство с русскими. Чтобы искренне объявить себя русским, татарин должен попасть в Западную Европу или Китай, а в Новой Гвинее он будет восприниматься как европеец, не из племени англичан или голландцев, то есть тех, кого там знают. Этот пример очень важен для этнической диагностики и тем самым для демографической статистики и этнографических карт.
Ведь при составлении последних обязательно нужно условиться о порядке и степени приближения, иначе будет невозможно отличить субэтносы, существующие как элементы структуры этноса, от действующих этносов. Теперь остановимся на соподчиненности этносов. Например, французы – яркий пример монолитного этноса. Включают в себя бретонских кельтов, гасконцев баскского происхождения, лотарингцев, потомков алиманнов, провансальцев, самостоятельного народа романской группы. В IX веке, когда впервые было документально зафиксировано этническое название французы, все перечисленные народы, а также другие, бургунды, норманны, аквитанцы, савояры, еще не составляли единого этноса, и только после тысячелетнего процесса этногенеза образовали этнос, который мы называем французской нацией. Процесс слияния не вызвал, однако, нивелировки этнографических черт. Они сохранились как местные провинциальные особенности, не нарушающие этнической целостности французов. Структура этносферы в средневековой Франции. Homo sapiens – этносфера. В нее входят суперэтносы – мусульманский, российский и западноевропейский, христианский или цивилизованный мир, который состоит из этносов. Немцы, ирландцы, итальянцы, шведы, испанцы, англичане и французы, которые подразделяются на субэтносы. Бретонцы, бургундцы, гасконцы, эльзасцы, норманцы, провансальцы и парижане, разделенные на конвиксии, общность жизни, круги родственников и знакомых, кварталы, предместья, фубуры, и консорции, общность судьбы, секты, мафии, торговые компании, цехи, гильдии, политические группировки, творческие группировки. Но во Франции мы наблюдаем результаты этнической интеграции, потому что ход событий эпохи реформации привел к тому, что продукт дифференциации французы-гугеноты вынуждены были в XVII веке покинуть Францию. Спасая жизнь, они потеряли этническую принадлежность и стали немецкими дворянами, голландскими бюргерами и, в большом числе, бурами, колонизировавшими Южную Африку. Французский этнос избавился от них как от лишнего элемента структуры и без того разнообразной. Может показаться странным то, что мы приписываем этносу способность к саморегуляции, но ведь ее имеют почти все биологические системы, в том числе биоценозы. Этнос в историческом развитии динамичен, и, следовательно, как любой долго идущий природный процесс, выбирает посильные решения, чтобы поддержать свое существование. Прочие отсекаются отбором и затухают. Все живые системы сопротивляются уничтожению, то есть они антиэнтропийны и приспосабливаются к внешним условиям, насколько это возможно. А коль скоро некоторая сложность структуры повышает сопротивляемость этноса внешним ударам, то неудивительно, что там, где этнос при рождении не был столь мозаичен, как, например, в Великороссии XIV-XV веков, он стал сам. Говоря про природный процесс «сам стал», мы не допускаем антропоморфизма, а просто применяем привычный оборот. Например, ручей проложил себе русло и образовал излучину. Он стал сам выделять субэтнические образования, иногда маскировавшиеся под сословия, но отнюдь не классы. На южной окраине выделились казаки, на северной – поморы. Впоследствии к ним прибавились землепроходцы, как будто просто род занятий, которые, перемешавшись с аборигенами Сибири, образовали субэтнос сибиряков или челдонов. Раскол церкви повлек за собой появление еще одной субэтнической группы старообрядцев, этнографически отличавшихся от основной массы русских.
В ходе истории эти субэтнические группы растворялись в основной массе этноса, но в то же время выделялись новые. Назначение этих субэтнических образований – поддерживать этническое единство путем внутреннего неантагонистического соперничества. Очевидно, эта сложность, органическая деталь механизма этнической системы и как таковая возникает в самом процессе этнического становления или этногенеза. При упрощении этнической системы в фазе упадка число субэтносов сокращается до одного, что знаменует персистентное, пережиточное состояние этноса. Но каков механизм возникновения субэтносов? Чтобы ответить, необходимо спуститься на порядок ниже, где находятся таксономические единицы, расклассифицированные нами на два разряда – консорция и конвиксии. В эти разряды удобно помещаются мелкие племена, кланы, корпорации, локальные группы и прочие объединения людей всех эпох. Условимся о терминах. Консорциями мы называем группу людей, объединенных одной исторической судьбой. В этот разряд входят кружки, артели, секты, банды и тому подобные нестойкие объединения. Чаще всего они распадаются, но иногда уцелевают на срок в несколько поколений. Тогда они становятся конвиксиями, то есть группами людей с однохарактерным бытом и семейными связями. Конвиксии малорезистентны. Их разъедает экзогамия и перетасовывает сукцессия, то есть резкое изменение исторического окружения. Уцелевшие конвиксии вырастают в субэтносы. Таковы упомянутые выше землепроходцы, консорции отчаянных путешественников, породивших поколение стойких сибиряков, и старообрядцы, консорции ревнителей религиозно-эстетического канона, в числе которых были боярыня Морозова, попы, казаки, крестьяне, купцы. В XVII веке они еще не выделялись внешне из прочего населения. Во втором поколении, при Петре I, уже составили изолированную группу, в конце XVIII века сохранившую обряды, обычаи, одежду, отличавшуюся от общепринятой. Консорция превратилась в конвиксию, а в XIX веке, увеличившись до 8 миллионов человек, стала субэтносом. В XX веке она рассасывается, так как повод к ее возникновению исчез, а оставалась только инерция. И землепроходцы, и старообрядцы остались в составе своего этноса, но потомки испанских конкистадоров и английских пуритан образовали в Америке особые этносы, так что именно этот порядок можно считать лимитом этнической дивергенции. И следует отметить, что самые древние племена, очевидно, образовались тем же способом, только очень давно. Первоначальная консорция энергичных людей в условиях изоляции превращалась в этнос, который мы ныне именуем племя. Структура этносферы в России XIV-XV веков. Homo sapiens – этносфера, в которую входят суперэтносы: западноевропейский, христианский или цивилизованный мир, мусульманский мир, российский, который состоит из этносов: белорусы, малороссийское казачество, гуцулы, касимовские татары, карелы, мордва, казанские татары, черемисы, зыряне и великороссы, подразделяющиеся на субэтносы: поморы, челдоны, тумы, татары-кришены, донское казачество, крестьяне Северо-Восточной Руси, крестьяне Юго-Восточной Руси, севрюки и московиты, разделенные на конвиксии, купечество, поместное дворянство по воеводствам, областям, стрельцы, клирики, духовенство, боярство, слободы, ремесленники, приходы, дьяки и подьячие, служащие, и консорции, землепроходцы, ватаги, артели, придворные партии, разинцы, старообрядцы, лесные старцы. На этом порядковом уровне заканчивается этнология.
Но принцип иерархической соподчиненности в случае нужды может действовать и дальше. На порядок ниже мы обнаружим одного человека, связанного с окружением. Это может быть полезно для биографов великих людей. Спустившись еще на порядок, мы встретимся не с полной биографией человека, а с одним из эпизодов его жизни, например, с совершенным преступлением, которое должно быть раскрыто. А еще ниже – случайная эмоция, могущая вдохновить на создание стихотворения или случайную драку. Источники энергии. Следует помнить, что это бесконечное дробление, лежащее в природе вещей, не снимает необходимости находить целостности на заданном уровне, важном для поставленной задачи. В частности, нам еще более важны суперэтнические целостности, стоящие на порядок выше этносов, поскольку наша наука тоже ставит целью достижения практических результатов, а именно охрану природы от человека, спасение биосферы, в которой мы живем. Как известно, человек является частью биосферы. Что такое биосфера? Это не только биомасса всех живых существ, включая вирусы и микроорганизмы, но и продукты их жизнедеятельности, почвы, осадочные породы, свободный кислород воздуха. Все это создание биосферы. Это трупы животных и растений, которые задолго до нас погибли, но обеспечили для нас возможность существования. А энергию, которая нас питает, мы черпаем из нескольких источников. С одной стороны, из трупов наших предков, животных, растений, микроорганизмов. Мы их едим, по ним ходим. Мы ими дышим, они нам подарили кислород. С другой стороны, мы черпаем энергию из трех источников, которые имеют совершенно разное значение. Максимальное количество энергии, которую потребляет Земля, согласно Вернадскому, это энергия Солнца. Она аккумулируется путем фотосинтеза в растениях. Растения поедают животные. Эта солнечная энергия переходит в плоть и кровь всех живых существ, которые есть на Земле. Избыток этой энергии создает тепличные эффекты, то есть условия очень неблагоприятные. Нам не нужно ее больше, чем требуется, нам нужно столько, сколько мы привыкли осваивать. Второй вид энергии – это энергия распада внутри Земли радиоактивных элементов. Когда-то давно этих элементов было много. Постепенно идет радиораспад внутри планеты. Планета разогревается, и когда-нибудь, когда все эти элементы распадутся, она либо взорвется, либо превратится снова в кусок камня. Они действуют на наши жизненные процессы весьма отрицательно. Все знают, что такое лучевая болезнь, ничего хорошего в ней нет. Тем не менее, эти явления внутри Земли, так называемые хтонические, оказывают на нас большое воздействие, но локально. Дело в том, что скопления урановых и прочих руд неравномерно распределены по Земле. Есть большие пространства, где радиоактивность ничтожна, а там, где руды близко подходят к поверхности, она очень велика, поэтому воздействие этого вида энергии на животных и людей совершенно различно. И есть третий вид энергии, который мы получаем небольшими порциями из космоса. Это пучки энергии, приходящие из глубин галактики, которые ударяют нашу Землю, как, скажем, ударяют плеткой шарик, обхватывая какую-то часть ее, молниеносно производит свое энергетическое воздействие на биосферу, иногда большое, иногда малое. Приходят они более или менее редко, во всяком случае не ритмично, а время от времени, но не учитывать их, оказывается, тоже невозможно. Этот последний вид космической энергии стал исследоваться совсем недавно, и поэтому те ученые, которые привыкли мыслить Землю как совершенно замкнутую систему, не могут привыкнуть к тому, что мы живем не оторванными от всего мира, а внутри огромной галактики, которая воздействует на нас так же, как и все другие факторы, определяющие развитие биосферы.
Описанное явление и есть механизм сопричастности каждого человека и каждого человеческого коллектива к космосу. Разумеется, это относится не только к людям, но наша тема народоведения заставляет нас сосредоточить интерес именно на людях и посмотреть, как влияют эти энергетические воздействия на судьбы каждого из нас и тех коллективов, к которым мы относимся. Что нужно для того, чтобы решить этот вопрос? Оказывается, что нужна тут, как ни странно, обыкновенная история. Обыкновенная история. Слово «история» имеет огромное количество значений. Можно сказать «социальная история», история социальных форм. Можно сказать «военная история», история сражений и походов. И это будет совершенно другая история, с другим содержанием и с другим подходом к материалу. Может быть история культуры, история государств и юридических институтов, может быть история болезни, в конце концов. И в каждом случае слово «история» должно иметь прибавку «история чего?». Нас должна интересовать история этническая, этногенез, история происхождения и исчезновения этносов. Но так как происхождение и исчезновение этносов, во-первых, процесс, который до нас вскрыт не был, во-вторых, процесс, который мы должны вскрыть, то нам нужно иметь тот материал, тот архив сведений, отталкиваясь от которого мы подойдем к решению нашей проблемы. А таковым является история событий в их связи и последовательности. Так, но что считать событием применительно к этнической истории? С банальной позиции вопрос не заслуживает ответа, но вспомним, что также очевидны такие явления, как свет и тьма, тепло и холод, добро и зло. Обывателю все ясно и без оптики, термодинамики, этики, но поскольку мы вводим понятие «события» в научный оборот, то следует дать дефиницию, то есть условиться о значении термина. Однако здесь таится еще одна трудность. Нам надлежит применять термин в том же значении, что и наши источники, древние хронисты. Иначе чтение их трудов станет чрезмерно затруднительно, а часто и бесперспективно. Зато, научившись понимать их способ мысли, мы получим великолепную информацию, усваиваемую читателем без малейших затруднений. Легче всего определить понятие события через понятие связи. Рост и усложнение этноса представляется современникам нормой, но любая потеря или раскол отмечаются как нечто заслуживающее особого внимания, то есть событие. Но коль скоро так, то событием именуется разрыв одной или нескольких связей, либо внутри этноса, либо на границе его с другим этносом. Последствия разрыва могут быть любыми, иной раз весьма благоприятными, но для теоретической постановки проблемы это не имеет значения. Так или иначе, событие – это утрата, даже если это то, от чего полезно избавиться. Значит, этническая история – наука об утратах, а история культуры – это кодификация предметов, уцелевших и сохраняющихся в музеях, где они подлежат каталогизации. В этом основная разница этих двух дисциплин, которые мы впредь смешивать не будем. События истории известны нам с того момента, когда письменные источники стали излагать события связно во всей Айкумене, или, по крайней мере, в Старом Свете. Если мы будем забираться в более глубокую древность, с этим неизбежно будет связана аберрация дальности, расплывчатость или исчезновение границ событий. Как следствие, мы будем выдумывать вместо того, чтобы изучать. Этого надо избежать, потому что выдумывать почти никогда нельзя адекватно действительности. Но надо избегнуть и аберрации близости, некорректируемых ошибок преувеличения. Современные этнические процессы не завершены, сказать, как они пойдут дальше, мы не можем. А устанавливать закономерности, что является нашей целью, мы можем только на законченных процессах.
Поэтому мы возьмем тот самый средний период, где факты известны, соразмерность их очевидна, достоверность их установлена двухтысячелетним изучением первоклассных историков, работавших до нас, и используем этот средний период как образец, на базе которого мы будем строить все наши соображения. Хронологические рамки этого периода примерно с XI-X веков до нашей эры до начала XIX века нашей эры, или от падения Трои до капитуляции Наполеона. Между этими датами совершенно достаточно материала для того, чтобы разобраться во всей сложности проблемы. Системный подход. Одного материала для понимания проблемы недостаточно. Необходим инструмент, методика. Что составляет основу нашей методики? После Второй мировой войны появилось одно замечательное открытие. Правда, не у нас, а в Америке, но принято оно у нас на вооружении тоже полностью. Это то, что называется системным подходом или системным анализом. Автор его Лео фон Берталанфи, американец немецкого происхождения, работал по биологии в Чикагском университете. В 1937 году на философском семинаре он выступил с докладом о системном подходе для определения понятия «вид». Доклад был совершенно не понят, и автор сложил все свои бумаги в ящик стола. Потом он поехал воевать. К счастью, его не убили. Вернувшись в Чикаго, он достал свои старые записки, повторил свой доклад и обнаружил совершенно иной интеллектуальный климат. А что же он предложил? Никто из биологов не знает, а Берталанфи был биологом, что такое вид. Каждый знает, что есть собака, есть ворона, и есть лещ, фламинго, жук, клоп. Все это знают, но определить, что это такое, никто не может. И почему животные одного вида и растения одного вида связаны каким-то образом между собой? Берталанфи предложил определение вида как открытой системы. Система – это такой метод анализа, когда внимание обращается не на персоны, которые составляют вид, скажем, не на конкретных собак или кошек, а на отношения, которые имеются между собаками или кошками. Вот, скажем, студенческая аудитория представляет систему, но не потому, что в ней сидит определенное количество людей, студенты и профессор, а потому что между ними существуют взаимоотношения. Профессор рассказывает, а студенты слушают. Реально этого взаимоотношения как будто бы нет, но мы его не можем измерить, не можем его взвесить, не можем определить его градиент. Но студент и профессор только ради него, этого отношения, и существуют, и характер его описать можно. Условимся о значении терминов и способах их применения на практике. Слишком большое стремление к точности не полезно, а часто бывает помехой в процессе исследования. Ведь рассматривать Гималаи в микроскоп бессмысленно. Поэтому для планетарных явлений следует принять первичные обобщенные категории системных связей, исключив детализацию, которая ничего не даст для понимания целого. Разделим системные связи на 4 типа, которые для применяемой методики необходимы и достаточны. Разделим системы на открытые и замкнутые или закрытые, на жесткие и корпускулярные, или, как их иначе называют, дискретные. В чем смысл такого деления? Открытая система – это, допустим, наша планета Земля, которая все время получает солнечные лучи, благодаря им происходит фотосинтез, а излишек энергии выбрасывается в космос. Открытая система – это вид, который получает запас энергии в виде пищи, которую поглощают животные данного вида. Они эту пищу добывают, размножаются, дают потомство, умирают, отдают свое тело матушке Земле. Это открытая система, которая получает энергию извне, обновляется. Примером закрытой системы может служить, допустим, печка. Она стоит в комнате, а в ней дрова. Холодно. Затапливаем печку, дров больше не подбрасываем. Закрыли ее, дрова сгорают, печка раскаляется,
В комнате температура поднимается, уравнивается с печкой, потом они вместе остывают. То есть запас энергии в виде дров получен единожды. После этого процесс кончается. Эта система замкнутая. Теперь второй характер деления. Жесткая система. Это хорошо слаженная машина, где нет ни одной лишней детали. Она работает только тогда, когда все винтики на месте. Она получает достаточное количество горючего, или наоборот, она стоит и служит как микроскоп каким-то целям. В ней нет ничего лишнего. В чистом виде жесткой системы никогда не может быть. Например, машину все-таки надо красить. Но можно ее покрасить и в синий цвет, и в желтый, и в зеленый. Цвет не имеет значения. Но в идеале в жесткой системе все должно иметь значение. Такая машина очень эффективно работает. Но при поломке одной детали она останавливается и выходит из строя. Корпускулярная система – это система взаимодействия между отдельными частями, не связанными между собой, но тем не менее нуждающимися друг в друге. Биологический вид – корпускулярная система. Семья – корпускулярная система, а не жесткая. Она основана на том, что муж любит свою жену, и жена любит своего мужа. А дети, их может быть 5 или 3, теща, свекровь, родственники, все они хотя и являются элементами этой системы, но и без них можно обойтись. Важна только ось связующая, любовь мужа к жене и жены к мужу, любовь взаимная или односторонняя. Но как только кончается эта невидимая связь, система разваливается, а ее элементы немедленно входят в какие-то другие системные целостности. Зато культура, создание рук и ума человека, система жесткая, хотя и замкнутая, не способная к самостоятельному развитию. Любой другой предмет, будучи создан человеком, обретает форму, которая консервирует материал – камень, металл или слово и музыкальную мелодию. Создание рук человеческих выходит за пределы природного саморазвития. Оно может либо сохраняться, либо разрушаться. Пирамиды стоят долго. За такое же время горы разрушаются, ибо слагающие их породы от воздействия перепадов температуры и влажности трескаются и превращаются в щебень. Реки меняют свои русла, подмывая берега и образуют террасы. Лес во влажные периоды наступает на степь, а в засушливые отходит обратно. Это и есть торжествующая жизнь планеты, и особенно биосферы, самой пластичной из ее оболочек. А произведения техники и даже искусства взамен жизни обрели вечность. И если их закрытые системы превращаются в открытые, то они погибают. Железо окисляется, мрамор крошится, музыка смолкает, стихи забываются. Жестокий старик Хронос пожирает своих детей. Но это понятно. Важно другое. Как рождаются и созревают такие системы, как этносы. Условия, без которого нельзя. Ставя проблему первичного возникновения этнической целостности из особей людей смешанного происхождения, разного уровня культуры и различных особенностей, мы вправе спросить себя, а что их влечет друг к другу? Очевидно, что принцип сознательного расчета и стремление к выгоде отсутствует, так как первое поколение сталкивается с огромными трудностями, необходимостью сломить устоявшиеся взаимоотношения, чтобы на месте их установить новые, отвечающие их запросам. Это дело рискованное, и зачинателям редко удается воспользоваться плодами победы. Также не подходит принцип социальной близости, так как новый этнос уничтожает институты старого. Следовательно, человеку, чтобы войти в новый этнос в момент становления, надо дезинтегрироваться по отношению к старому. Нет, все иначе. Люди объединяются по принципу комплементарности. Комплимент – привет, от латинского complimentus.
Комплементарность – это неосознанная симпатия к одним людям и антипатия к другим. То есть может быть положительная и отрицательная комплементарность. Когда создается первоначальный этнос, то инициаторы этого возникающего движения подбирают себе активных ребят, потому что они им просто симпатичны. «Иди к нам, ты нам подходишь». Так отбирали викинги юношей для своих походов. Они не брали тех, кого считали ненадежными, трусливыми, сварливыми или недостаточно свирепыми. Все это было очень важно, ибо речь шла о том, чтобы взять его к себе в ладью, где на каждого человека должна была пасть максимальная нагрузка и ответственность за собственную жизнь и за жизнь своих товарищей. Также Ромул и Рем отбирали себе ребят, когда они организовали бандитскую шайку на Семи холмах и начали терроризировать окрестные народы. Эти ребята потом стали патрициями, основателями мощной социальной системы. Также поступали и первые мусульмане. Они требовали от всех признания веры ислама, но при этом в свои ряды старались зачислить людей, которые им подходили. Надо сказать, что от этого принципа мусульмане довольно быстро отошли. Арабы, как мы уже знаем, стали брать всех, и за это заплатили очень дорого, потому что как только в состав мусульман попали лицемерные мусульмане, те, которым было в общем абсолютно безразлично один бог или тысяча, а важны выгода, доходы и деньги, они и пришли к власти. Их возглавил Муавия ибн Абу Суфьян, сын врага Мухаммеда, и объявил примерно так. «Вера ислама должна соблюдаться, а вино я выпью у себя дома, и каждый желающий тоже может выпить. Молиться все обязаны, но если ты пропустил намаз, то я не буду на это обращать внимания. Если ты хапаешь государственную казну, но ты мне симпатичен, на это я тоже не буду обращать внимания». То есть, как только принцип отбора по комплементарности заменился принципом всеобщности, система испытала страшный удар и деформировалась. Принцип комплементарности фигурирует и на уровне этноса, причем весьма действенно. Здесь он именуется патриотизмом и находится в компетенции истории, ибо нельзя любить народ, не уважая его предков. Внутриэтническая комплементарность, как правило, полезна для этноса, являясь мощной охранительной силой. Но иногда она принимает уродливую негативную форму ненависти ко всему чужому, тогда она именуется шовинизмом. Но комплементарность на уровне культурного типа всегда умозрительна. Обычно она выражается в высокомерии, когда всех чужих и не похожих на себя людей называют дикарями. Принцип комплементарности не относится к числу социальных явлений. Он наблюдается у диких животных, а у домашних известен каждому как в позитивной, привязанность собаки или лошади к хозяину, так и в негативной форме. Если у вас есть собака, то вы знаете, что она относится к вашим гостям избирательно, почему-то к одним лучше, к другим хуже. На этом принципе основано приручение животных, на этом же принципе основаны семейные связи. Но когда мы берем этот феномен в исторических больших масштабах, то эти связи вырастают в очень могучий фактор. На комплементарности строятся отношения в этнической системе. Итак, рождению любого социального института предшествует зародыш, объединение некоторого числа людей, симпатичных друг другу. Начав действовать, они вступают в исторический процесс, сцементированной избранной ими целью и исторической судьбой. Как бы ни сложилось их будущее, общность судьбы – условие, без которого нельзя. Такая группа может стать разбойничьей бандой викингов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школой импрессионистов и тому подобным. Но общее, что можно вынести за скобки, это подсознательное взаимовлечение. Пусть даже для того, чтобы вести споры друг с другом. Поэтому эти зародышевые объединения мы назвали консорциями.
Не каждый из консорций выживает, большинство при жизни основателей рассыпается, но те, которым удается уцелеть, входят в историю общества и немедленно обрастают социальными формами, часто создавая традицию. Те немногие, чья судьба не обрывается ударами извне, доживают до естественной утраты повышенной активности, но сохраняют инерцию тяги друг к другу, выражающуюся в общих привычках, мироощущении, вкусах и тому подобном. Эту фазу комплементарного объединения мы назвали конвиксией. Она уже не имеет силы воздействия на окружение и подлежит компетенции не социологии, а этнографии, поскольку эту группу объединяет быт. В благоприятных условиях конвиксии устойчивы, но сопротивляемость среде у них стремится к нулю, и тогда они рассыпаются среди окружающих консорций. Энергия живого вещества. Из всего вышесказанного очевидно, что этносы являются биофизическими реальностями, всегда облеченными в ту или иную социальную оболочку. Следовательно, спор о том, что является первичным, биологическое или социальное, подобен тому, что первично в яйце, белок или скорлупа. Ясно, что одно невозможно без другого, и поэтому диспут на эту тему беспредметен. Однако существует иная точка зрения. Социальные факторы, образующие этнос, этническое самосознание в том числе, ведут к появлению сопряженной с ним популяции, то есть перед нами картина прямо противоположной той, которую дает Лев Николаевич Гумилев. Таким образом, дискуссия идет о том, лежит ли бытие в основе сознания, или, напротив, сознание в основе бытия. Действительно, при такой постановке вопроса предмет для спора есть. Разберемся. Бромлей имеет право выбрать для своего логического построения любой постулат, даже вполне идеалистический, согласно которому реальное бытие этноса не только определяется, но и порождается его сознанием. Правда, он рискует оказаться в положении Тейяра де Шардена, которого отвергли и французские коммунисты, и католики. Ситуация аналогична. Акт творения материальной реальности приписан человеческому сознанию, поставленному выше Творца мира или на его место. С этим не согласятся католики. А философы-материалисты не примут тезиса о первичности сознания. Но даже ученые-эмпирики не имеют права на согласие с тезисом Бромлея, ибо он нарушает закон сохранения энергии. Ведь этногенез – это процесс, проявляющийся в работе, в физическом смысле. Совершаются походы, строительство храмов и дворцов, реконструкция ландшафта, подавление несогласных внутри и вне создающейся системы. А для совершения работы нужна энергия, самая обычная, измеряемая килограммометрами или калориями. Считать же, что сознание, пусть даже этническое, может быть генератором энергии, это значит допускать реальность телекинеза, что уместно только в фантастике. Поясняю. Каменные блоки на вершину пирамиды были подняты не этническим самосознанием, а мускульной силой египетских рабочих по принципу «раз-два взяли». И если канат тянули кроме египтян ливийцы, нубийцы, хананеяне, то дело не менялось. Роль сознания в данном случае не этнического, а личного, инженера-строителя, была в координации имевшихся в его распоряжении сил, а различие между управлением процессом и энергией, благодаря которой процесс идет, очевидно. Какая же это форма энергии? Ясно, что это не механическая, хотя она проявляется в механических передвижениях, миграциях, походах, строительстве зданий, но это проявление. Сама-то по себе она не механическая. Ясно совершенно, что это и не электрическое. Электричество ведет себя совершенно иначе, и его можно было бы засечь приборами. Совершенно ясно, что и не тепловая. Какая же это форма энергии, размышлял автор.
У нас в Советском Союзе вышла замечательная книга. Это посмертная работа Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», где эта самая форма была описана. Вернадский назвал ее геобиохимической энергией живого вещества биосферы. Это та самая энергия, которая получена растениями путем фотосинтеза и затем усвоена животными через пищу. Она заставляет все живое расширяться путем размножения до возможного предела. Один лепесток ряски в большом озере может закрыть при благоприятных условиях все озеро ряской и остановится только там, где есть берега. Одно семечко одуванчика, если не уничтожать его потомство, покроет всю землю. Медленнее всех размножаются слоны. Вернадский в своей книге подсчитал, сколько времени потребуется для того, чтобы слоны при нормальном темпе размножения заняли всю сушу Земли. 735 лет. Вернадский подсчитал, что от одной пары слонов за 740-750 лет получилось бы около 19 миллионов живых слонов. Земля не переполнена живым только потому, что эта энергия разнонаправлена, и одна система живет за счет другой, одна погашает другую. Убивая и воскрешая, набухать вселенской душой, в этом воля земли святая, непонятная ей самой. Теперь название этой вселенской души мы знаем. Это геобиохимическая энергия живого вещества биосферы. Но если двигатель событий — энергия, то она должна вести себя согласно всем энергетическим законам. Прежде всего, она должна отвечать энергетическому эквиваленту, то есть переходить в другие формы энергии, скажем, в механическую, в тепловую. И она переходит. В электрическую, вероятно, тоже. Где эта энергия содержится, в каких органах человеческого тела, на это, пожалуй, могут ответить физиологи. Очевидно, сама живая личность создает вокруг себя какое-то напряжение, обладает каким-то реальным энергетическим полем или сочетанием полей, подобно электромагнитному, состоящему из каких-то силовых линий, которые находятся не в покое, а в ритмическом колебании с разной частотой. Закономерен вопрос, какое отношение имеет энергетическое поле человека к интересующей нас проблеме этноса и этногенеза. Для ответа на него вспомним, что в основе этнического деления лежит разница поведения особей, составляющих этнос. Поэтому нас интересует прежде всего то влияние, которое оказывает наличие биополя особи на ее поведение.